Я ехала в маршрутке, и когда доставала деньги, то есть у меня голова была наклонута, я не видела, что меня сняли на видео. Я вообще внимания не обратила. Проходит несколько дней, и оказывается, мое видео тогда сняли и опубликовали в ТикТок. У меня ТикТока на тот момент не было, и каждый знакомый пишет, говорит, это не вы, это не вы. Там не было видно полностью моего лица, но именно меня снимали, то есть больше никого там не было видно, кроме меня, и мои знакомые узнавали, что это я. Так, я написала потом этому человеку лично, потому что у него не было ни подписчиков, ни друзей, ни его фотографий, ничего не было, и он только опубликовал, считая, что какое-то видео другое и мое потом. Я ему написала удалить видео, то, что это мое видео, без согласия ты снял и так далее. Он не стал отвечать. Я просила друзей жаловаться на это видео. Все пожаловались, но никакого эффекта не дало, потому что видео так и осталось. Никакие жалобы не помогли, чтобы TikTok это видео сам удалил. Я написала непосредственно именно в TikTok, там служба поддержки, обосновала. Там нужно было отправить свои фотографии, то, что это именно я на видео и так далее. Я им по несколько раз написала на русском языке. Тоже никакого эффекта не дало. Они никак не связались со мной, ничего не ответили. Это видео за 2-3 дня набрало где-то 36 тысяч просмотров, и именно это меня как-то смутило, то, что без моего разрешения сняли, и еще при этом оно стало таким слишком популярным. Смотрели там люди из Таджикистана и из других стран. Мне больше всего не понравилось то, что вдруг увидят мои родные и что-нибудь они скажут. Из-за этого я не хотела, чтобы это видео там оставалось. Я ему также написала то, что я обращусь в суд за то, что вы нарушили мои права на фото, изображение и так далее. Потом я обратилась к Ранжетвет ему, рассказала ему историю. Он тоже посоветовал обратиться в правоохранительные органы, пожаловаться на это видео. Я сказала, что я уже жаловалась, написала в ТикТок, эффектов нет. Единственное, я потом почему не жаловалась на какие-либо правоохранительные органы, потому что я не знала, кто этот человек, я не знала, смогут ли его найти. Это обычный ТикТок, там ни имени, ни фамилии, ни фотографии, ничего не было. И я не уверена, что смогли бы его найти и как-то привлечь к ответственности. И как-то так и осталось, и где-то через неделю, кажется, видео он сам все-таки удалил. И после этого я уже больше ничего не делала. Зачем он меня снял? Потому что я была одета не так, как все. То есть у меня был своеобразный хиджаб в стиле аниме Наруто, и именно из-за этого он хотел снять, типа, о, смотрите, у нас таджикский Наруто есть, что-то в этом роде. Или Наруто принял ислам и так далее. И я потом читала комментарии, там очень много комментариев было, репостов и так далее. Единственное, что повлияло то, что я не стала еще дальше жаловаться, то, что комментарии были нормальными. Я там ничего плохого не делала, и комментарии, соответственно, даже были другие люди, которые писали ему, зачем ты снял, нормальная девушка, зачем видео снимать. Из-за этого как-то обошлось, то, что я не стала дальше жаловаться. Именно в моем случае было то, что ко мне все нормально отнеслись, это мне помогло. Но есть люди, да, реально, которые вообще себя не публикуют, не хотят, чтобы кто-то узнавал. Например, элементарно то, что он в этот день где-то был, а они сфоткали, опубликовали. То есть я всегда тоже, когда вижу у друзей, они фотографируют прохожих людей, я тоже говорю, без разрешения не фотографируйте, не публикуйте. Потому что каждый человек относятся по-разному, и поэтому это его юридические права. Я стараюсь объяснять то, что это нельзя делать. Сама я люблю, например, фотографировать прохожих людей. Если вы видели, это сейчас тренд, там, уличный фотограф. Я люблю, там, вижу много красивых, интересных людей на улице, но я не подхожу к ним, чтобы взять разрешение. И при этом я не фотографирую. Раз я не взяла разрешение, я не позволяю себе нарушать их права. И поэтому я как-то советую другим тоже, то, что нельзя так поступать, без разрешения фотографировать или снимать. А те, кто с этим столкнулись, да, стоит обращаться в правоохранительные органы. Я думаю, нужно до конца идти. Если там какие-то... не ждать, когда будет плохой случай, плохой итог, а сразу заранее уже жаловаться, обращаться к юристам, потому что ваши права были нарушены, и неважно, какой итог это приведет. Они уже нарушены.